Все, все, ну все. Все, Тула. Все, Тула. Все, Тапчик, все, Тула. Верхняя сторона щадит.
Тула. Укала. Тулана сюда посадить. Ладно, пошли. Здесь поедешь. Ну, обратный путь, наверное, уже не буду снимать. Сани полные. Капец. Нормально. И получается, у меня еще в этом, как сказать, в избушке там немножко чага собрал. Но завтра еще где-то до обеда пособираю. И вполне достаточно. Нормально. Тулан здесь будет сидеть. Ты, блядь, видели, он сел и самостоятельно сидел. А иногда приходится умолять, чтобы он садился. Вот. Чуть не застрял тут. Короче, разворачивался. И она как-то задняя часть уперлась вот этот бураницу. Но потом еще газанул. И ну, опыт не пропьешь. Вылез, в общем. А можно и забуриться. Самое главное, не перегазовать. Для новичков, кто вот на снегоходах первые года, это 100% буду застревать. Потому что все время газует. Он думает, что выйдет, там проскочишь. Нет. Там слой снега, вот этот твердый слой вот сломает гусянка. И просто вот эту в кашу он зарывается и все. Доставай лопату. Надо вовремя остановиться. Просто вот, как почувствуете, что вот начали буксовать, все, резко. Надо думать, или вперед, или назад, но не газовать. Имейте в виду. Вот, у меня, блин, в избушке еще сколько вещей. Завтра ехать. Ну, аккуратно как-то сложить все это дело. Ледобуры. Надо вот бортовку надо было мне взять. А я тен взял. Вот. Ложиться, думаю, это.
Сиди. Сиди ты. Сиди. Должны помнить поход. Когда он за мной, я на лыжах шел, он за мной. Весь путь он шел. Я не знаю, сколько километров, но целый день мы шли. Вот тогда он действительно устал. Тогда действительно я взял собаку, чтобы его загрузить в этот ящик. Собака как кисель. Он просто выдохся. У него силы все. Потом загрузил, он лежал там. Я доехал до избы, но немножко отдохнул, и он восстановился опять. Но тогда он действительно устал. Я думал, он не дойдет. Я думал, придется мне на себе тащить. Вот. Ладно, давайте, я поехал. Сейчас уже. Может, где-то включусь, но не знаю. Тут снимать, в принципе, нечего. Короче, вот тут оставляю буран. Ну, влезут, если что, обойдут. Объедут-то есть. Там, короче, мой флажок загорелась. Надо сходить, проверить. Как бы там ни было. Тут одна жерлица и сработка. Чтобы лишний раз сюда. Сегодня уж точно сюда не приду, не приеду. Я лучше сейчас схожу. Вон там горит, издалека я увидел. Ну, где сегодня щуку поймал. Вот опять сработка. Так что давайте проверим, сходим. Видно, что размотало все. А, есть. Ага. Есть, ребят. Вон тащи, вон. Вон запутаешь меня. Кто-то идет. Энлоктаче. Ух ты. Ага, начал дергать. Бойко дергает. Нож забыл. Ё-моё. Нож забыл взять. Ну, хоть вместо молотка пригодилось. Вот щука, ребят. Это чуть меньше, но такой добротный тоже. Хороший. Вот он. Рука грязная у Олега. Так, как же это я буду вытаскивать, ё-моё. Так, вижу крючок. Тут он. Ладно, будем разбираться. Ну, в общем, такая щучка. Короче, вытащил. Не так сложно оказалось. Вот одна жерлица, две щуки. Здесь и крупные. А пускай этот будет. Этот счастливчик. Это уже через рот. Сегодня у нас две щуки. Лучше, чем я думал. Пустым будет. Повезло. Опа. Все, давай газку. Так. Все. Оставляем на ночь еще. Классно, классно. Что-то у нас сделали, но не пользуемся. Не умеем мы пользоваться этим. Вперед, мам. Вперед. Как по туннелю ходим.
Ох ты! Блядь, возле берега. То и бойся, чтобы не провалиться. Ой, блин. Вот, считай, днем тоже может попасть. Щучка, блин. Хищник. Не знаешь, когда он кормится, днем или ночью. Ух. Так. Ну и все, 2 сработки было. Поймали, не знаю, что-то еще будет или нет. Конечно, мало верится, но будем надеяться. Все, наконец-то. Вон вперед. Пишите, сколько грамм тут. Где-то сантиметров 40, наверное. Я думаю, где-то полкило. Думаю, полкило. Так. Куда бы это положить? Бардак. Везде бардаколик. Капец, блядь. Ладно. Надо ехать. Ну вот, приехали. Фу. Так, ребят. Все, наконец-то мы на избе. Видать, печка погасла. Ничего не поделаешь. Сейчас затопим. Так. В избушке тепло, но, видать, начинает уже остывать. Все, будем обживаться. Все, больше никуда сегодня не пойду. 15-20 чем время. Не съест потом. Надо. Чай. Еще ешь ты. Чай. Фух. Ну да, печка погасла. Ладно, надо затопить и чайник поставить. Сухие дрова быстро разгорится он. Пожалуйста. Вот так. Сейчас будет тепло, комфортно. За водой сходить. Из саней выгрузиться все. Из саней все выгрузить, рыбу там взвесить. Взвесить рыбу,
Сейчас примерно сколько килограмм будет. Чагу вот сюда, куда-нибудь мешки там сложу. Из рюкзака выгрузить тоже надо. В общем, этим займусь. Еще один мешок понадобится. Загрузить мешок. Вот так. Все, дым пошел, думаю, уже. Вон он. Шпарит. Шпарит. Сейчас теплый чай попить. О, видите как. Быстро. Все четко. Лучше буржуйкой, блин, ничего не придумаешь. Нафиг эту кирпичную печку. Буквально за 5 минут это все нагреется. Жарко будет. Пятую кружку, наверное, уже пью. О. Доем я эту рыбу вчерашнюю. Не крупную, но вкусную. Да. Честно, что вот хариус, что елец, ну, может, какие-то вкусы немножко отличаются, но вот по количеству мяса, филе, вот что вот в рыбе есть, в ельце очень много мяса. Ну, это вот рыбы. У плотвы, как у леща там, ну, на спине немножко, а в остальном не, елец мускулистая, рыба тоже. Потом посуду надо помыть. Хотел еще на рыбалку сегодня. Нет, все. И у меня просто вот сейчас уже солнце садится. Сейчас мне еще надо дрова заготовить, приготовить ужин, за водой сходить, выгрузиться. И на все про все у меня где-то 1,5 часа, ну, без готовки еще 1,5 часа, вот бытовые дела еще будут. И потом уже разденусь, начну нормально варить, суп сварим из консерва, из тушенки. Рыбу надо почистить. Так что на 8 марта рыбу я поймал. Сейчас ближайшие праздники это 8 марта будет. Вот. Вот это плотва уже. Ну, ребят, давайте еще взвесим, сколько по граммам получилось. Вот это я сказал полкило, наверное, или сколько, я уже не помню. Давайте пробуем. $790 грамм. Вот, пожалуйста, 790. Вот. Такая щучка. 790. Ну и утренняя еще. Это получается полметра
50 сантиметров. Именно достаю, чтобы показать, что все без обмана. Кило 335. Кило 335. Ну вот. Полтора, я думал. Значит, 50 сантиметров. Кило 300. Кило 300. Кило 325. Ну, кило 300, грубо говоря. Плюс-минус там 10 грамм. Вот. Сейчас буду его чистить их. И вместе сейчас еще давайте сколько общее. Общая 250. 250. Надеюсь, видите. Вот так вот. Короче говоря, 2 килограмма рыбы поймал. Если это перевести на деньги, сейчас рыба минимум 300 рублей килограмм. Вот. Но не скажу, что это очень богатый улов, но лучше, чем ничего. Конечно, когда целыми днями ты вкладываешь силы, терпение и хоть кто-то поймал, это уже нормально. На большее и не рассчитываю. Я вообще в этом походе думал, что без рыбы, ну как сказать, вообще сработок не будет. Ну вот, одна жерлица дала нам 2 щуки. Буран едет. Ну, сейчас я не знаю, как это назвать. Все четырехкратные, ланчины все. Еле-еле слышно. Тихие снегоходы сейчас стали. Очень тихие. Громкие только у меня и несколько еще там в селе там пару буранов. А все остальные перешли на ланчин, лифан. И вот такие 2 двигателя будут. Тут Че там лаешь? Сходи, проверь. Вот так, 250. Короче, я сказал вам, что взвешу, и на заднем плане там у меня 5 мешков чаги сегодняшний. Вчера немножко собрал, а сегодня очень круто мне повезло. Конечно, много сил тоже потратил на поиск, но в конце там самый вот жирный участок попался, и все четко там собрал. Нормально. Ну, примерно килограмм 70 получилось собрать. Вот. Конечно, там еще можно было бы ходить, искать, но хорошо, что я вовремя остановился и вернулся в избушку, потому что уже пить хотелось. Не думал, что столько там буду ходить. Ладно, ребят, давайте сейчас я буду заготавливать дрова и уже зайдем в избушку, разденусь и уже, чтобы на улицу не выходить. Может, ну, один раз сходил за водой, может еще один раз придется, потому что картошку чистить, там чайник уже поставил, вода уходит много. И на ночь там одно ведро, чтобы полное было. Вот. А сейчас я это почищу рыбу и дрова буду заготавливать.
Вот так в одиночку и проходит день. Очень много времени, конечно, занимает на все это бытовые возле избы. Когда в походе 2-3 человека, скажем, один на охоту ушел, второй в избушке остался, готовит там еду, печку топит. Вот вынес ведро, там у меня рыба. Сегодня немножко прояснилось. И полный штиль. Вот послушайте. Тишину. Капают. Вон капельки капают. От печной трубы снег тает. Буран здесь оставил. Благодать. Тишина. Но это видеокамерой никогда не передать, что вот человек воочию видит. Любой человек. Не только я, вот скажем, я вот вам тишину хочу передать в своих фильмах, красоту. Это никогда не, видеокамера это никогда не передаст. Как другие люди в городе где-то видят там такие хорошие кадры, которые хочется поделиться этими кадрами. Вот, просто это видеокамера не передает, смартфоны не передают этого. Скажем, в городе вот идешь по парку и что-то вот какая-то белка там очень-очень красивая, но вот ты поснимаешь эту белку, выложишь в интернет, но уже когда человек смотрит в телевизоре, эта красота не то. Но может уже супер какой-то видеокамера, очень-очень дорогие, с хорошим зумом, с хорошим звуком, вот, который записывает. Есть 4К, вот, которые вот в телевизоре показывают. Но это не по карману никому, не по карману всем. Это только единицы человек, которые профессионалы этим занимаются, вот фотосъемкой или же видеосъемкой. Вот они могут себе позволить купить и, скажем, вот делиться этими моментами красивыми. Вот. Ладно, сейчас вот я здесь немножко расколол дрова. Это я занесу в избушку. Там остались еще чурки. Наверное, 4 или 5 штук. 3, 4, 5 штук осталось. Потом опять уже надо искать там снегу камлевые там. Поднять и спилить. Ну, пилить особо много не стану. Как бы следующий поход не знаю, когда здесь я буду. Или если буду, то возьму с собой пилу. Но там уже под снегом ковыряться. Лучше где-нибудь торчащие из-под снега там валежник, он тоже также сырой, оттуда спилить и привезти на буране. Вот такой катышек, вон, смотрите, сейчас я достал. Вот, смотрите, отполировалось там ледяной, там стекло как стекло. И такое круглое, вот, диаметром примерно на 12 сантиметров. Тулан, ну коли чесешь? Нагло лезет этот на стол. У тебя есть в миске еда. Не надо попрошайничать. Вот это нехорошо. Просто не люблю. Ну, там я рыбу чистил, вот туда он залез, вон туда. Вон, на стол. Это действительно как попрошайничество. Есть миска, там еда хорошая, вкусная, полезная, съедобная. Пусть ест. Понимаю, некоторые раз-двое суток, наверное, кормят собаку, голодные, блин. Увидишь собаку, жалко становится. Живота вообще нету. Прям живот приклеен к позвоночнику. Действительно.
Вот таких собак жалко, конечно. Которым не повезло с хозяином. А вот этого бездельника миска всегда полная. Иди, ложись, спи. Какой. Да, сейчас можно, конечно, порыбачить, посидеть. Ночью предбанник я закрывал сегодня. Он в коридоре любит там лежать. Сейчас зайдет, нет. Не лег. В коридоре лежит. А у меня двери открыты постоянно. Ну, приоткрыты. Бывает, я вообще узко оставляю. Но эта морда может там голову засунуть и открыть, а я сплю. И избушка быстрее остывает. И самое главное, вот это чавканье. Как начнет себя лизать, он меня это просто не люблю. Шлеп, 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 шлеп. Всю ночь. И туман там появляется. Вот. Поэтому предбанник закрываю, и он идет в свою будку, конуру. Там уже сегодня он там ночевал. Там у него сухое сено, почему бы и не ночевать там. Шлеп, 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 шлеп. Туман, ну я не знаю, увидите или нет. Вон там, смотрите, какой хороший туман. Летом там то же самое, я вам тоже в своих фильмах, осенних, в основном осенних фильмах, когда вот в конце августа приезжаю, в начале сентября, и вот первые заморозки, ну, такие прохладные вот вечера, и постоянно там туман образуется. Сено заготавливали, всегда там тоже туман такой, облако. И вот сейчас почему-то тоже вот образовался. Почему? О, луна. Угу, растущая луна. Вот это да. Растущая луна. Ладно, все. Сейчас я это перетаскаю в избушку, позвоню домой и все, буду раздеваться. Надо немножко подсушиться, штаны сырые. Лыжи тоже надо занести, вот, ледяное все. Выпрямляется, блин, надо по-новому на баллы ставить. Наконец-то, ребят, я сел. Наконец-то я сейчас лягу. Все закончил. Все эти бытовые дела, блин. 17 часов 22 минуты. 22 минуты 6. В общем, занес дрова. Дрова занес, и в избушке, фу, запах плесени стало. Потом все это я вынес. Короче, тут 4 таких полена осталось. Но это нормально. А там, короче, одно бревно, оказывается, там болонь вообще уже с плесенью. И запах вообще жесть. Просто можно отравить. Взял и, в общем, вынес там в коридоре, сейчас покажу. Вот. Вон они. Вот. Болонь там, ну не видно сейчас, конечно. Фу, бля, прямо здесь запах. Капец. Вот. Тут лыжи занес. Вот. Лыжи занес. Тут у меня чайник закипел. И поставил еще суп. Буду готовить. Там картошка, вода. Тушенку добавим. Сходил еще воды. Принес. Вон. Целое ведро. Запас. Сковороду помыл. Тут у меня заряжаются аккумуляторы. Вот так выглядит творческая студия у блогера. Ну и столик. Здесь, как уже буду ложиться спать-то, простыня там, пододеяльник, все это будет. Вот. Вот и все. Вот так. Сейчас буду готовить.
подкинул дрова там, разгорится, ну, сырые дрова. Пусть немножко жар поддадим и приготовим сейчас суп вкусный. Добавлять не стану ничего, на пачковый суп добавлю. И картошка, и тушенка. Все, больше там ничего не будет. Заморачиваться просто не хочется там. Резать, жарить, там еще добавлять. Конечно, намного вкуснее может быть, но не хочу. Просто не хочу. Быстро-быстро приготовлю суп, скушаем и фильм буду смотреть. Сегодня хотя бы 2 фильма там надо посмотреть. Вчера 1 фильм посмотрел и все, вырубился. Вот. Бывший киллер, наверное, называется. А сегодня не знаю, какие там фильмы. Штук 5, наверное, скачивал. Освещение, вот, диодовая лента от аккумулятора. Вот гелиевый аккумулятор. Сейчас не заряжал ничего, вроде как пока светло. Значит, зарядка еще есть. Ладно, сейчас тут у меня тушенка. Сейчас так, вот эту тушенку будем открывать. Белорусская, вот она. Свинина тушеная, рубленная. Посмотрим, что за тушенка, что внутри. Так. Срок годности 7 месяц, 24 год. В общем, тушенка. Также открою там в тарелку там или посмотреть надо. Почему надо посмотреть? Так сам подписчик, отправитель мне так и сказал, говорит, дегустируй, показывай, и я буду озвучивать, как он вкус. В общем, и Белоруссия и Россия, скажем, отличие от тушенок. В прошлый раз армейская тушенка была, ну, блин, и плюс, и минус. Вроде хороший, но мясо какое-то вот непонятное. А вкус, сам вкус очень приятный, вкусный. Когда вот холодным ешь, там вообще идеальный. Вот. Наш российский это Йошкар-Ола. Больше я не знаю. Я мало тушенок беру. Слишком дорогие я не стараюсь брать. До 200 рублей я тушенки беру. А выше уже как бы это уже бьет по карману и не стараюсь. Так что, как сказать, Йошкар-Ола пока из всех тушенок мне вот по душе нравится. Йошкар-Ола люкс. Именно люкс. А вот уже высший сорт, первый сорт, ну там уже и все, с люксом небо и земля. Это уже, там уже подделка, там уже все. Кладут всякая разная хрень. Ну, не очень хороший. Скажем, открываешь, банка вроде полная, ну вот начнешь жарить, и там из этой тушенки, ну там только бульон остается еще, там еще какой-то шматок непонятно чего. А люкс, он там просто куски мяса, там хороший консерв. Вот, поболтал. Сейчас буду варить. Подожду, как закипит вот эта вода с картошкой. Добавляем туда пачковый суп у меня есть и тушенку.